В удмуртском языке только 6 согласных, обозначаемых буквами «д», «з», «л», «н», «с», «т», могут быть как твердыми, так и мягкими, точнее палатальными. Они твердые или мягкие в зависимости от последующей буквы. Перед буквами «е», «ё», «и», «ю», «я» и мягким знаком эти согласные мягкие, в остальных случаях твердые. Кроме некоторых случаев регрессивной ассимиляции, уподобления звуков в последующем, типа «утчаны» искать. Но об этом будет подробнее рассказано в последующих видео. Особо следует отметить звуки, обозначаемые буквами «с» и «з», которые, смягчаясь, переходят в альвеопалатальные сибилянты «щ» и «ж». Они произносятся как русское «щ», только кратко, и ее звонкая пара, мягкое «ж». Мягкое «ж» встречается в русских словах в произношении некоторых людей, например, в слове «дрожжи», «вожжи», но в русском это долгие согласные. Поясню смягчение упомянутых 6 согласных на примере. Вот как читаются эти слоги. «Ще», «жё», «тю», «дя», «ли», «ня». Еще раз. «Ще», «жё», «тю», «дя», «ли», «ня». Эти согласные могут быть мягкими и перед гласными «ы» и «о» с 2 точками. В этом случае перед этими гласными пишется мягкий знак. Пример. Шед – черный. Сижил – осень. Еще раз. Шед. Сижил. Для точности нужно отметить, что в удмуртском языке упомянутые согласные произносятся не как мягкие или палатализованные, как в русском, а как палатальные. Они образуются между средней частью спинки языка и твердым небом. Акустически они звучат более мягко, чем соответственные русские. Например, «нянь» — хлеб по-удмуртски. Можно сравнить со словом «нянь». Русский родительный падеж множественного числа от слова «няня». Еще раз. «Нянь». «Нянь». Однако, на мой взгляд, акустически разница здесь не очень большая. Особо следует обратить внимание на то, что перед «и» с 2 точками эти 6 согласных не смягчаются. Примеры слогов с твердыми согласными перед «и» с 2 точками. Ди, зи, ли, ни, си, ти. Еще раз. Ди, зи, ли, ни, си, ти. Для показа этого несмягчения, собственно, и была введена буква «и» с 2 точками. Еще пример. Слово «си» — честь. Здесь «и» с 2 точками. И слово «щи» — волос. Здесь обычное «и». Еще раз. «Си», «щи». Произношение слогов типа «ти», «ди» с твердыми «т» и «д» может представлять некоторую трудность. Для примера я произнесу их без смягчения и со смягчением, чтобы было слышно различие. Ти, ти. Ди, ди. Еще раз. Ти, ти. Ди, ди. Также следует отличать произношение этих букв с последующим гласным «ы». Для примера произнесу слова «тир» — топор, «тир» — тир для стрельбы, «тыр» — полный. Еще раз. «Тир», «тир», «тыр». Согласные, обозначаемые буквами отличными от рассмотренных 6, то есть от «д», «з», «л», «н», «с», «т», могут быть либо всегда мягкими, точнее палатальными, это «ч», «дж», «е», либо всегда твердыми, это все остальные согласные. Подробнее о правилах чтения, правописания и произношения в удмуртском языке будет рассказано в следующих видео. Спасибо за просмотр.